В коридоре администрации Магаса молодые люди в ожидании начала приема граждан. В выполнении миссии выслушать и поспособствовать решению вопросов жителей республики участвует руководитель региональной общественной приемной Мустафа Цуров. Время 10:00, значит, пора принять первого гостя. А если оба родителя работают, то не получается. Вот мы сегодня на сегодняшний день передаем своего ребенка там из рук в руки, и в итоге пришлось одному родителю сидеть без работы дома. Ахмед Ташхоев, житель города Карабулак, долгое время у него не получается устроить своего ребенка в детский сад. Очереди не доходит. Сам Ахмед и его жена трудоустроены. Родителям пришлось отдать свое чадо в частный сад, но в какой-то момент с такими затратами стало трудно справляться. По этой причине супруга Ахмеда была вынуждена уйти с работы, чтобы остаться с ребенком дома. И это сильно ударило по бюджету семьи. Сегодня Ахмед пришел на прием не только с просьбой посодействовать его проблеме, но и с предложением предусмотреть льготы для детей, у которых оба родителя работают. Оба родителя работают при представлении соответствующих справок, и это то, чтобы их дети имели преимущественное право поступления в дошкольное учреждение, да? Все верно. Да. Ну, хорошая идея, хорошая законодательная инициатива будет. Мы этот вопрос рассмотрим в законодательном собрании. И если коллеги поддержат, дальше мы этот вопрос будем продвигать дальше и федеральное законодательство попробуем направить. Визит Мустафы Гомкартиева связан не с личной проблемой. Он, можно сказать, обращается с просьбой от лица односельчан. В Верхних Очелуках на улице Совхозной еще более 5 лет назад была отведена территория под строительство спортивной площадки. Реализация такой идеи позволила бы обеспечить местную молодежь зоной досуга. Однако никаких продвижений в вопросе благоустройства пока нет. دقيقة تا أوش حياة الجرس حياة سيارة تدبتات أندرسوك حاجة زوجك بريال مش أهتبولش زوجك بس ليش الدور جديد كان فوق ما غودلش حياة خالص نوصل لي شو كيشتدي молодежь حكيتش كيجي نيجي عم دولية دولة عم كيجي وسكيل ملاز ده رياضي زوجك ويا جا بخبر بس قلت إنه بخبر سيس إنه بخبر باش عايش تغير دوك أنجم молодежь سويتي بولش. Ответ на вопрос Мустафы Гомкартиева не заставил себя долго ждать. Заместитель секретаря Ингушской региональной партии «Единая Россия» Батыр Хамхоев уточнил, попадает ли улица Совхозная в список партийного проекта «Городская среда», в рамках которого благоустраиваются общественные территории, и обещал походатайствовать в комиссию, чтобы начать строительство площадки в 2020 году. Обращаются сегодня по вопросам разного характера – трудоустройства, образования, строительства соцобъектов, аварийное жилье и другие. Прием граждан проходит с 25 ноября по всей стране в честь годовщины образования партии «Единая Россия». В нашей республике 9 местных общественных приемных, 10-я региональная общественная приемная. Плюс к этому мы открыли еще 4 дополнительные площадки. Всего 14 местных приемных мы проводим прием. В Назране тем временем горожан принимает депутат Государственной Думы Российской Федерации Юша Газгиреев. С просьбой о помощи к нему обратилась местная жительница Хадя Буражева. Вот уже который год она отбивает пороги различных инстанций с просьбой посодействовать в решении жилищного вопроса, но все безрезультатно. К тому же еще и ребенок тяжело болеет, что вдвойне осложняет сложившуюся ситуацию. Депутат Госдумы взял этот вопрос под личный контроль. Практически, если мы сейчас с этим жильем не разберемся, мы можем остаться и на улице. Так, если можно так сказать. Потому что я на выезды с ребенком выезжаю в больницу, и у меня практически не получается. Еле-еле получается из-за жилья платить. Депутат Государственной Думы отметил, что прием прошел довольно плодотворно. Юша Газгиреев отметил, что поступившие обращения не останутся без внимания, в особенном приоритете те, которые касаются помощи тяжелобольным детям. Проблемы, они примерно всегда были одинаковые, но сегодня почему-то попалось очень много людей, у которых больные дети с тяжелыми формами болезни, и люди, которые не знают, не видят ситуацию, как решить ту или иную проблему. Чаяния и предложения жителей республики выслушал и заместитель председателя правительства Михаил Елезов. Развернутые ответы по всем обращениям, как заявили члены партии, планируют дать до конца года. Прием граждан завершился на позитивной ноте. Вице-премьер поздравил работника партии Хусейна Мамилова. Его день рождения совпал с важной датой для «Единой России». Желаю, чтобы у тебя все складывалось. Вера дал, Диана Дударова, Магомед Белакиев, Новости 24.